кафедральный собор. Минуточку, подождите. Кафедральный собор, вот это. Кафедральный собор. Святитель построен в XI веке. Но это не первое сооружение на этом месте. В IV веке, извините, минуточку, подождите, пожалуйста. Кафедральный собор Святитель построен в XI веке. В XI веке. Но это не первое сооружение на этом месте. В IV веке Грузия приняла христианство как государственную религию. И здесь, на этом месте, первый христианский царь Мирьям построил маленькую деревянную церковь. А вот она, да? На этом месте. Деревянную церковь в IV веке не сохранилась. Это построено с XVII века. Во второй половине V века грузинская церковь стала независимой. Она была отделена от антиохской церкви, византийская, греческая церкви, и маленькая молельня не соответствовала возрастному спросу новой религии, и на этом же месте царь Вахтанг Гургасали основатель Тбилиси, Вахтанг Гургасали, вот захоронение и пойдемте, пожалуйста, основатель Тбилиси, Вахтанг Гургасали построил уже большую каменную базилику. Вот это базилика внутри части. Это колонии базилики. Оригинал колонии видно. Вот это. Это колонии базилики Вахтанга Гургасали V век. Построена в XI веке. Оригинал колонии видно. Раз, два, три. Три и четыре. Внутри части. Извиняюсь. 4 колонии базилики, оригинал колонии видно. 4 колонии базилики Вахтанга Гургасали V век. Базилика с сооружением без купола. Базилика с сооружением без купола, которая начиналась царь могилы Вахтанг Гургасали и заканчивалась у этой арки. Внутри части трехнефная базилика. Форма. Трехнефная базилика внутри части. Архитектор Арсукидзе переделал достроил большую каменную базилику крестово-куполообразное сооружение. И уже в XI веке стало необходимым построить здесь кафедральный собор. Строили святитель 19 лет. 1010 а 1029. Очень быстро. Ну да. 1010 а 1029 в XI веке. А обе стороны вот это. А обе стороны алтаря имелись помещения для церковных хоров. Мужской хор, хор поет. Там женский хор. Вот это. Там пел, да? Женский хор. Там женский хор. Сейчас они не используются, не употребляются по назначению. Мужской хор, там женский хор. Не употребляется по назначению. Служба идет каждый день. Мужской хор внизу, там женский хор. Раньше было. Снизу, да? Сейчас вообще нет. Раньше было. Сейчас нет. Внизу мужской хор, там женский хор. Это раньше было. Да.
Катедральный собор, 12 апостолов, святый главный величайший храм Грузии, второй Иерусалим, святый как именно в нее хранится Христом Христа. Здесь отзежда рубашка Христа. Христом Христа здесь отзежда рубашка Христа. Плащаница в Турине, плащаница здесь нету, плащаница в Турине в Италии. Здесь Христом Христа. Вот здесь. Не видно Христом Христа. В нем рассказывается, что жители этого города, евреи Элиос, Лонгилос и Скарсани, тоже евреи. Евреи жили в Грузии 6 века до нашей эры. Евреи Элиос, Лонгилос и Скарсани, братья, присутствовали при распятии в Иерусалиме. После распятия индастация Христом Христа, одежда рубашка Христа, которого они привезли в Грузию. У Элиоса была сестра Сидония, его икона, сестра еврейка Сидония. У Элиоса была сестра Сидония, еврейка Сидония. Эта женщина приезжала к себе Христом Христа, Христоми цели богоматерию полностью и скончалась от эмоций, умерла здесь, на этом месте. Житие Картри рассказывает, что в то время в Иберии царем была Иберия в Грузии. И когда царь увидел на этом месте, увидел умершую Сидонию, державшую Христом, велел вместе с Христом охранить ее. Здесь на захоронении Сидонии вырос ливанский кедр. Кедр дерева. Пойдемте посмотрим на иконы. Фотографировать можно. Икона отсюда не видно, а и вот прямо. Икона называется величие Грузии. Святая Сидония лежит внизу, еврейка Сидония и скончалась от эмоций. На захоронении Сидонии вырос ливанский кедр, кедр дерева. В 4 веке, когда решили на этом месте построить первую деревянную церковь, кедр на этом месте, кедр на этом месте. Это то срубили и заготовили 7 колонн, 7. Одна колонна из кедаров на этом месте. Одна колонна оказалась волшебной, она вознеслась на небо. И после молитвы святая Нино, колонна спустилась на это месте. А из суруба фотографировать можно. А из суруба ливанского кедра вицекала ругучауцепебият, вицекала мира точи, которая лечила людей, а этому колонну начали звать Животворящий. Название этого собора Святый так и переводится на русском языке столб Животворящий. Храм Святый название, извините, Святый храм название столб Животворящий. Святый это столб. Понятно? Святый храм, Святый название столб Животворящий. Животворящий не видно от землей. Вот здесь. Христом Христа не видно.
Вахтанга Горгасали Пиатибе, которые разрушили Тамерлан, 14 амбете, но сабуруцеле, его исползовали, и вместо конюшни враги осквернили могилих святых царей и увезли драгоценности. Святых сховели, а сколько вас? Вот все месте? Да, да. Да. Пойдемте, пожалуйста. Дамир, пошли. Интересует. Царь Ерекле специцховели захоранени некоторые цари в Грузии и представители грузинской царской династии все Багратион Мухранский. Основатель Тбилиси Вахтанг Горгасали здесь захоранени. Основатель Тбилиси Вахтанг Горгасали вот здесь захоранени. Извините, пожалуйста, Горгасали его прозвали Перси, что в периоде означает волчья голова. На его племени изображой волк. Волк и лев. Извините, это аллергия. Волк, символ. Волк и лев. Он убил Галиафам. Гигант Горгасали 2 метра и 40 сантиметров. 2,40 Горгасали. Царь Ерекле II. Пойдемте, пожалуйста. А это не арабская вещь? Царь Ерекле II, грузинский. Ага. Царь Мепе царь Ереклеса имя Меоре II. Царь Ерекле II это тот царь, который подписал трактат между Грузией и Россией в 1783 году. Георгиевский трактат и последний царь Георгий XII. После его смерти Грузия была введена в состав России как губерния и страна потеряла независимость. В 1801 году уже Грузия, колония, губерния, к сожалению, состав России. Извините, это история. Russian Orthodox, Georgia Orthodox. В 19 веке Африказу, видите, вы хотите видеть Африказу русского Эрзахоса Баженова фреску в 11 веке были забелени известны. В результате этого грузинские фрески были уничтожены. Фрески вот это очные фрагменты, извините, вот это стеной росписи, датируется поздним периодом, приблизительно роспись можно датировать не раньше 17 веках. В 11 веке не сохранилась из-за победки традиционной русскими экзархами, так называемой реставрации. Реставрации в кавычках. Реставрации. Все. Замазали, забелили все. Уникальный фрескоус. В 11 веке не сохранилась кошмар. Это вандализм. К сожалению, это спасли. 4 фрески, вот это. Это спасли 17 века. Южная фреска 17 века здесь изображена из псалма Давида пророка в первом регистре. Пусть каждая душа хвалит Бога все, боготворят Бога, лягушка своим кваканем, петух своим кукареканем, а птица своим пением хвалят Бога. И всякая душа восхвалит Господа. Здесь жест восточный, зодиакальный календарь. Христосе 12 апостолов. Вокруг знаки зодиакальные, православные, канонические. Иисуса Христа, Христос Антон Кратор, 12 апостолов Христа, вокруг знаки зодиакальные. Во втором регистре представлена сцена апокалипса.
და ოსტრავე პატმოს იოან ბაგასულოს სვიდძეწელებ отправления Иисуса Христа. А его второе пришествие о появлении Антихриста и далее прибытие Божьего Царства на землю. Антихриста, зверь апокалипсиса, бели, семгало. Видите? Да. Ай, бели, семгало, зверь апокалипсиса. Да. Симба, зверь апокалипсиса. უხრამასვეტი ცხოველი ტრიალტარია, ცენტრალni ალტარ, ალტარი ალტარ სვეტობა ნიკოლაია პატონბა. ილია პრაროკა ევო იკონა ზემლე ხრანიცა ევო მანწია შესტობა ვეკა დონა შეიე მანწია ნევიდნა Ветхий Завет, Илья Пророк. Это тот пророк, который был вознесен на небеса, огненной колеснице, с небес. Он сбросил мантию, ученик Елисей, с небес. Он сбросил мантию, и она хранится вот здесь под землей, 6 века до нашей эры, которую привезли евреи, переезжавшие в Грузию во время уничтожения Вавилонским царем Навуходоносор. Евреи жили в Грузии 6 века до нашей эры. Алексец 4 века его глубина 15 метров. Извините, вода видна, вода есть. Есть вода. Есть вода. Алексец 4 века его глубина 15 метров. Вода есть. Вода видна, не работает. Просто колодец 4 век. Раньше было 15 лет назад колодец действующий. Уже не работает. Просто колодец 4 век. А что, нельзя его открыть, пить воду? Раньше было 15 лет назад колодец действующий. Уже не работает. А почему закрыли? Ну, не работает уже. Не хотят. А вот этот вход туда, да, вот где вы говорили, пели, да? Где поют, да? Отсюда не видно, которые во время нашествия предназначались для хранения библиотеки драгоценностей, туда можно было подняться на веревочной лестнице, как восточной, так и с одной стороны маленькая окошко. Да. Окошко видно. Креста. Отсюда не видно. Вот это крест. Час креста. Вот это крест. Час креста, на котором распяли Христа. В первом веке вот это крест. Час креста, на котором распяли Христа. В первом веке на горе Голгофа, которую римский император Константин Елене послали подарок царю Мириаму, первый христианский царь Мириаму в 4 веке после революции Иисуса Христа. Алтария, центральный алтарь, алтарь пророка или алтарь святого Николая. Ну, служба идет, вот. Там закрыто, да? Идет, Да. проводить экскурсия нельзя. Служба идет. Нельзя.
собора бил 2 раза выше, чем сейчас, но свое времени враги трижды разрушали его. Нынешние купола в Лецаработай 17 века и не соответствует корпусу купола 100 метров было, час 55 метров. Трижды разрушали его. Рисована спас нерукотворный. Христос приложил к лицу кусок ткани, и Божье изображение перешло на ему ткань. Это икона копия античества. Оригинал бесценный в первом веке хранится в музее искусств Тбилиси на улице Шота-Рустам. Христос приложил к лицу кусок ткани, и Божье изображение перешло на его. Это церковь, Хамадрова, Господня в Иерусалиме, зажигается святой огонь. Этот макет находится здесь, потому что святые церкви называют второй Иерусалим. А так именно в нем хранится потом Христа. Да, одежда рубашка Христа. Фрески фрагмента в 11 веке на потанке. Кусочек фрагмент в 11 веке. Сюжет не видно, только краска. К сожалению, кошмар, вандализм. Все, замазали, забыли все уникальные фрески в 11 веке не сохранилось. Это спасли. Второго пришествия Христа в первом регистре, Христа проповедь в Иерусалиме, книжники и фарисеи. В нижнем регистре изображен римский император Константин Невомацтелена. В IV веке римский император Константин Невомацтелена в Иерусалиме нашли крест, на котором распяли Христа и возвесили. Этот крест на гору воздвижение креста сцена. В 17 веках, в 11 веке не сохранилось. Все замазали, забыли, все уникальные фрески в 11 веке не сохранилось. Купель для крещения 4 века. Здесь крестили царя Мирьяна и царицу Нану. Первый христианский царь Мирьяна и царицу Нану, которую крестила святая Нина. Купель была озолочен, и враги его украли. Купель действующий, сейчас крестят детей взрослых. Надо? А, вода. Святая вода внутри, купель действующий. Пойдемте, стокола 60 тайных комнат вокруг, отсюда не видно, которые во время нашествия предназначались. Вот, да, вход. Да, маленькая окошко. На куполе также есть наблюдательный глазок, откуда велось наблюдение над народом. Пойдемте на улицу до собор обходит крепостная стена. Вот это. Собор обходит крепостная стена. Proszę bardzo, zrobiłam 3. Tak, Это крепостное. Оборонительное сооружение. 18 века. Вот это. 18 века. У храма святый цховели тайная туннель. Пойдемте, пожалуйста. У храма святый цховели тайная туннель, которая соединяет святый цховели с 3 монастырями. Шварина горе. Века Зедазени очень далеко, крыша видна чуть-чуть. Мужской монастырь 6 века и
Šiomgvime nevidna отсюда 12 километров. Тоже мужской монастырь 6 века. Адрекой дժвари зедазени идзиотуне параходзитуне под землей Šiomgvime. Уже сокрыта тонкий. Секретанель свайная тайна. Джвари зедазени Šiomgvime вся. Мужской монастырь здесь ушитуне мерабутает. Снаружи известный рельеф рукомастера северный фасад. Наверху треугольник инструмент видно с этим изображением связана легенда, что после завершения строительства зодчему отсекли, отрубили правую руку, чтобы он больше не построил. Но это легенда. И этот рельеф символ строительного Светицховели другие грузинские соборы являются достоянием мировой культуры. 11-12 века считаются золотой эпохой Грузии. Грузия тогда была большой империей. От Никопсида до Рубанди 12 миллионов населения в Грузии. Сейчас, к сожалению, 4 миллиона. Золотой, пойдемте, пожалуйста. Айцель царь Тамара. Царица нет, царица Кетевани, царица Русудани и другие. Царь Тамара. Это была столицей Грузии. Среднего века. До нашей эры, до конца 5 века нашей эры. После столицы Грузии стал Тбилиси имеет благоприятные географические условия. Да, в 11 веке купал Савора был 2 раза выше, чем сейчас, но в свое время враги трижды разрушали его. Нынешние куполи являются работой 17 века и не соответствует корпусу купола 100 метров длина. Сейчас 55 метров, к сожалению. И финиш. Монахские кели. Сейчас живут монахи. Монахские кели. Живут монахи в стенах. 15-20 монахов. Сейчас живут монахи. Живут в стенах. Сейчас живут монахи. 15-20 монахов. Просто живут монахи. Светицховели главный величайший храм Грузии. Второй Иерусалим. Просто живут монахи. Кели монахские. Монахские кели. Монахские. Ай прямо. Монахские кели. Сейчас живут 15-20 монахов. Самый главный храм Грузии. Да, главный величайший храм Грузии, второй Иерусалим, Акриевский собор. Христос. И финиш.